Спасибо вам за победу. Школьники – частые гости Нины Куприяновой. Не только на 9 мая. Приходят на каждый праздник. Дарят цветы, подарки. Но чаще всего, конечно, расспрашивают о войне. День был очень хороший, ясный такой. И вдруг голос Левитана. Сегодня, 22 июня, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Начало войны Нина Куприянова помнит как сегодня. Даже в свои 98 студентка пединститута сдавала экзамены. После них сразу в военкомат, на войну добровольцем. Пришла и написала заявление, что прошу меня призвать в армию. Военком мне отвечает: мы девочек не берем. Взяли только через год, в 42-м. Снова сама напросилась. Отправили в Подмосковье в зенитно-прожекторный полк связистом. Всему научили именно там. Как выбирать место рекогностировки, как проводить, где удобнее и надежнее тянуть провод. На одном плече карабин, на другом плече телефон. А еще на спину металлический станок, а в станке провод весом 8 килограммов. Главная задача – не прерывать связь ни на минуту. А по ночам с помощью прожекторов помогала зенитчикам сбивать немецкие самолеты. Прожектора соединяется, получается круг такой, из которого самолету выйти очень сложно. Зенитчики начинают обстрел. Победу встретила уже в Москве. После войны закончила юрфак. Работала судьей, потом адвокатом. Сейчас у нее 4 детей, 8 внуков и 9 правнуков. Она до сих пор ездит по школам, чтобы помнили. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиятдинов, ТНВ, Пестрецы.